Ассоциация женщин-предпринимателей собрала за круглым столом в Душанбе почти 60 бизнесвумен из Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Афганистана. Этим женщинам, помимо трудностей, возникающих у любых бизнесменов, приходится бороться с восточным менталитетом. Это такой менталитет, потому что в основном мужчины стоят на уровне принятия решений. Это министры, вице-министры, руководящий состав. Чем больше будет женщин представлено в бизнесе, тем увеличится ВВП. Женщина более трудолюбивая, она менее рискованная к взяткам. Экономические условия во всех странах разные. Разные и проблемы, с которыми женщинам приходится сталкиваться. За круглым столом делятся опытом. Например, в Таджикистане слишком высоки ставки налогов и банковские проценты. В Казахстане эту проблему решают с помощью фондов поддержки. В Государственный фонд поддержки женщин-предпринимателей вкладывают средства все организации, международные фонды и другие структуры. Фонд не только предоставляет гранты женщинам-предпринимателям, но и дает кредиты под очень низкий процент, а также обеспечивает необходимым оборудованием. По словам Сахабад, женщины региона часто становятся банкротами из-за отсутствия предпринимательских навыков. И это несмотря на то, что почти 70% малых и средних предприятий Таджикистана находятся именно в женских руках. Анахит Сараби приехала из Афганистана. В отличие от большинства стран Центральной Азии, где атмосфера и законодательство относительно либеральны для женского бизнеса, в ее стране главенствует суеверие. Тем не менее, даже там 1230 женщин являются руководителями в секторах строительства, транспорта, техники и коммерции. Экономика Афганистана из-за сложной политической и социальной ситуации развивается в основном за счет доноров. У нас пока нет промышленной экономики, чтобы предприниматели, в частности, женщины-предприниматели, смогли внести свой вклад. Проблем для ведения бизнеса много как для мужчин, так и женщин, но женщинам в разы труднее. Отсутствие безопасности, не только физической, но и психической, препятствует развитию женского предпринимательства. Женщины-предприниматели настроены решительно. Возможность реализоваться в профессиональном плане будет полезна и для них, и для экономики страны. Дарья Соловьева, Шахло Гулхаджа, Фарзон Мухамади. Настоящее время. Азия.